в чате мы скоро совсем начнем, поэтому мы сейчас попросим вас написать в чате, как мы обычно начинаем. Напишите просто свой день, как настроение у вас, как дела у вас, какая у вас сейчас погода. Напишите, мы потихоньку начнем. Я вижу, что у нас подключился Алданский центр, у нас подключился Уснерский центр активный, Тойбохойский центр у нас подключает, и остальные уже подключаются. Я думаю, что мы сейчас не будем никого задерживать, 7 не ждут, поэтому я думаю, что начнем. Сегодня у нас, вы все знаете, что по программе, что у нас, ребята, скажите, пожалуйста. Кто знает? У нас сейчас проводится онлайн-мастер-класс «Мир профессий будущего». И к нам сейчас подключается, подключается у нас сейчас давайте представим. Вот, подключается наш тренер. Приветствуем вас и передаем вам слово. К нам сегодня подключается Центр опережающей профессиональной подготовки Республики Саха-Якутия. И сегодня Елизавета расскажет нам про мир профессий будущего. Как интересно, поэтому если у Елизаветы будут вопросы, вы обязательно их задавайте. Итак, вам слово. Ага, хорошо. Итак, добрый день, ребята. Я вижу, что нас подключилось не так много, поэтому я хочу вам рассказать, как сегодня у нас с вами будет построена работа. Получается, я буду вам вещать из нашей новой студии. Вместе со мной в чате вас будут сопровождать мои коллеги. Это Екатерина Пономарева и Валентина Сергеевна. Она подключится чуть позже. Получается, что я хотела сказать. Ну, самое главное, это, конечно же, выключить микрофон пока что, не спамить. У меня здесь есть один технический момент, который мне нужно поправить, поэтому через минуту я к вам подключусь, хорошо? Через 1 минуту. Пока я активно просматриваю чат, напишите, пожалуйста, откуда вы, как вас зовут, чтобы мы знали, кто сегодня у нас есть. Так, пишут, что к нам подключились Федотова Ольга, Эрсан Верхневилюйский, Иванов. Все хорошо, дела хорошо, погода холодная, да. У нас тоже сегодня минус 50 в Якутске. У нас снег, пишут в Алданском центре. Как хорошо, наверное, там уже красота. Так, какой-то хмурый смайлик к нам пришел. У нас лето, пишет. Но я надеюсь, что настроение лето, а на дворе зима. Отлично. Всем привет, пишет Екатерина Пономарева. И вам большой привет. Так, Верхневилюйск пишет. Какая погода в Верхневилюйске? Напишите, ребят, нам очень интересно. Мы все ждем, когда чуть-чуть хотя бы потеплеет. Так. Самый первый у нас Алданский центр подключился. Молодцы. Говорят, у вас снег. Я была в Алдане уже 2 года прошло. И как раз, когда я приезжала туда, в Алдане в феврале тоже было снежно, красиво. Так, из Алдана меня зовут Данил, минус 39, у вас чуть теплее. Уснера приветствует. Это прям полюс холода. В Верхневилюйске тоже холодно, минус 52. Берегиня к нам подключилась. У нас 53, пишет Уснерский центр. Да, но пока, как говорится, прогноз такой, что со следующей недели в Якутске тоже обещают чуток потепления. Мы все ждем. Солнце давно уже не видели. Лазарев Гаврил из Тойбохойского центра помощи детям. Привет, Гаврил. У нас все хорошо, Алданский центр. Ну, отлично, если у вас все хорошо. Вчера Александр Гизалов тоже писал, спрашивал. Он хочет, чтобы вы сегодня в 6 часов задавали ему еще больше вопросов.
Он говорит, пусть с вопросов 30 дети мне готовят. Поэтому, если у нас будет небольшой перерыв на полчаса, вы готовьте вопросы для Александра. Он с удовольствием на них ответит. Ну, все хорошо, пишут. Так. Так, Участников у нас все больше и больше. Так, Елизавета, вы готовы? Да, я готова. Единственное, Да, буквально минутка прошла, вы с нами, но мы вас пока еще не видим, мы пока вас слышим. Да, вы меня пока не видите. Дело в том, что вот я подключилась со своего второго аккаунта, и мне нужно, чтобы вы дали мне возможность демонстрации экрана. Кстати, все оно у меня есть, все хорошо, отлично. Так, тогда мы, получается, начнем. Давайте. Я включу видео. Вот. Хочу теперь вам мы вас видим. немножко рассказать про нашу команду, про то, как технически будет выглядеть наша с вами сегодняшняя встреча. Я вещаю из студии, поскольку чат у меня находится далеко. Я буду смотреть на вас через телефон, и плюс у меня еще есть ноутбук, на котором я буду демонстрировать экран, на котором мы с вами проведем викторину. Итак, давайте начнем. Я хочу вас познакомить с нашим отделом профориентации карьеры. Мы работаем в Центре опережающей профессиональной подготовки и проводим занятия и различные интересные активности для ребят, которым нужно помочь в выборе своей профессии. Вот такая вот у нас интересная работа, нас 5. У меня к вам вопрос, ребята. Я попрошу вас активничать в чате, потому что я буду посматривать в телефон, что вы пишете, и буду вам отвечать. Знаете ли вы о том, что до 2030 года появится 186 новых профессий? Но, как известно, ничто не берется из ниоткуда и не исчезает в никуда, и, к сожалению, профессии также будут исчезать. И вот здесь вот я привела вам в схематичном виде те тенденции, которые, как правило, будут появляться. Все вы, наверное, слышали о том, что будут летающие машины, о том, что через телефон можно будет управлять своим домом. VR-очки уже стали нашей реальностью, а робот-врач довольно-таки составляет серьезную конкуренцию действительным врачам. Ребята, напишите, пожалуйста, что вы слышали про мир будущего. Какие тенденции вы слышали, то есть что вы слышали о том, что будет происходить в ближайшем будущем? Можно сказать голосом, можно написать в чат. Это очень важно, потому что мы с вами должны говорить на одном языке. Я вам могу сказать, какие профессии будут, но как вы это примените к себе, вот в чем вопрос. В будущем будут летающие машины. Хорошо, здорово. Еще что слышали? Еще что слышали? Так, хорошо. Вы пока мне пишете ответы, я подгружу на экран викторину, и мы с вами попробуем поиграть. Я хочу вас проверить, насколько вы вообще в целом ориентируетесь в мире профессий будущего, что будут прозрачные телефоны. Хорошо, здорово. Будут летающие машины. Вот написали, все будет электронно. Все это что? Все, прям все? Или что-то именно определенное. Так, вы пока пишите, я сейчас отключу вот эту основную камеру и выведу на экран викторину, где, собственно, проверю ваши знания о том, какие профессии будут популярны. Так, хорошо. Получается, я оставлю звук, но выключу видео. И мы, получается, с вами перейдем. Так, я смотрю чат. Прозрачные телефоны, машины. Что еще вы слышали про будущее? Очень плохо слышно. Пожалуйста, погромче. Робот, полицейский, робот, пожарный. Так, хорошо. Клавишу-то. Ну, я включу. Ты включил микрофон. Все, давай. Еще что? Все будет автоматно. Электронные ручки могут появиться по какому-то предмету?
Что все будет автоматизировано, хорошо. Еще что слышали? Все это будет Будут плывучие острова. Будут. Так, будет робот-полицейский, мы будем жить на Марсе. Роботы появятся, хорошо, здорово. Еще что слышали про будущее? Жить на Марсе очень интересно, да. То есть вы тоже слышали про Илона Маска, который... Людей заменят роботы, да, это то, что вызывает у нас беспокойство, потому что где мы с вами будем работать, если у нас с вами будут работать только роботы? Хорошо. Что еще вы слышали про будущее? Будут новые телефоны, новые ноутбуки. Будут робот-собаки. Будут новые телефоны, хорошо. Так, чат проверяю, активность. Робот-собаки еще будут. Ну, ты можешь... Я бы сказал. Ага, хорошо. Тут новые аккумуляторы, новые, вообще все новое будет. И дома тоже новые. Так, к сожалению, не совсем хорошо слышно. Так, ладно. Будет все давайте мы новое, сейчас... новые дома. Хорошо, ребята, смотрите, сейчас мы с вами проведем викторину. У меня Земля. здесь... Так, внимание на экран. Сейчас мы с вами проведем викторину и узнаем, насколько вы владеете знаниями о новых профессиях, то есть насколько вы понимаете. Так, ребята, слушайте внимательно задание для того, чтобы потом не переспрашивать. У вас будет ровно 30 секунд для того, чтобы в чат в Zoom написать, какой правильный ответ подходит к заданной профессии. То есть, смотрите, сейчас вам выведется вопрос, описание какой-то профессии. И вам нужно в чате в Zoom, открыть чат в Zoom и написать туда цифрой 1, 2, 3 или 4. Как вы думаете, кто зашифрован под этой профессией будущего? Хорошо? У вас будет ровно 30 секунд. Давайте сначала попробуем. Смотрите, специалист будущего. Так, сколько профессий вы знаете? 3, 2, 1. И мы с вами начали. Смотрите, это специалист, который создает решения для виртуального мира. То есть он, используя философию, законы природы и общества, создает новый мир. Итак, напишите, пожалуйста, в чат, как вы думаете, кто это. Если вы думаете, что это архитектор реальной реальности, то ставьте 1. Если вы думаете, что это IT-консультант, то ставьте в чат 2. Если вы думаете, что это дизайнер виртуальных миров, ставьте в чат 3. Если вы думаете, что это дизайнер эмоций, ставьте 4. Итак, смотрите, это был дизайнер виртуальных миров. То есть, смотрите, мы сейчас с вами, это был наш с вами тест. У вас будет ровно 30 секунд для того, чтобы дать правильный ответ. И я смотрю в чат, получается, все подумали, что это специалист под цифрой 3, и вы были абсолютно правы. Ответы принимаются до тех пор, пока 30 секунд не вышло, поэтому сосредоточьтесь на экране. Сейчас мы с вами продолжим и посмотрим, кто же из вас знает больше профессий будущего. Итак, следующий вопрос. Так. Второй вопрос. Специалист, который работает с психологами и инженерами для создания инструментов поиска, обработки и распространения информации в сети. Если вы думаете, что это разработчик медиапрограмм, ставьте 1. Администратор социальных сетей, ставьте цифру 2. Если вы думаете, что это специалист, который занимается большими данными, ставьте 3.
Если вы думаете, что это оператор автоматизированного поиска, ставьте цифру 4. То есть это специалист, который работает совместно с психологами и инженерами для создания инструментов поиска, обработки и распространения информации в сети. Так, получается, почему-то все подумали, что это оператор автоматизированного поиска, но это, к сожалению, не так, и у нас был один правильный ответ. Да, верно, это разработчик медиапрограмм. Итак, мы с вами переходим к... А мы правильно сказали, все. Так, пожалуйста, не рисуйте на экране, это затрудняет работу. Итак, следующий вопрос. Специалист, который собирает арт-группы для реализации творческого проекта. Кто это может быть? Это может быть цифра 1 – оператор творческого взаимодействия, второе – куратор творческого коллектива, третье – IT-куратор и четвертое – эксперт группы творческих объединений. Как вы думаете, кто это может быть? Так, я смотрю, в чат пока нет. Вот есть вопросы. Так, 1, 2, 3, 4. Нет, 1, 2, 3, 4 не подходит. 2, 2. Итак, это был куратор коллективного творчества, и были ребята, вот, например, с Аймикона, они ответили первые абсолютно правильно. Большие молодцы. Так, идем дальше. Я слежу за вами, кто правильно дает ответы, а кто нет. Итак, четвертый вопрос. Смотрите, специалист по разработке и внедрению технологий многократного использования материалов, технологий безотходного производства. Безотходное производство. Итак, смотрите, если вы думаете, что это проектировщик промышленной роботехники, ставьте в чат 1. Если вы думаете, что это проектировщик нанотехнологических материалов, ставьте 2. Если вы думаете, что это рециклинг-технолог, ставьте 3. И если вы думаете, что это системный инженер композитных материалов, ставьте цифру 4. Обратите внимание. Так, 2, 4, 2. Так, к сожалению, никто не дал правильный ответ, потому что правильный ответ под цифрой 3 – рециклинг-технолог. Так, хорошо, дальше. Следующий. Ребята, давайте не будем рисовать. Пожалуйста. Специалист, который оценивает и проектирует жизнь человека с точки зрения рисков и их предотвращения. Первый ответ – дистанционный координатор безопасности. Следующий, второй ответ – проектировщик личной безопасности. Третий ответ – дизайнер эргономист носимых устройств для безопасности. И четвертое – это сетевой юрист. Как вы думаете, кто это? Так. К сожалению, поскольку ребята рисуют, я вынуждена прервать нашу с вами викторину. Так, проектировщик личной безопасности. Я смотрю в чат, и у нас был один правильный ответ. Хорошо, здорово. Так, я закрываю демонстрацию экрана. Так. Угу. Так, мы прекращаем демонстрацию экрана. Все, я отсюда выхожу. Угу. Так, получается, для того, чтобы мы с вами не рисовали на экране, мне на время придется отключить комментарии для того, чтобы не возникало вопросов. Так. Для того, чтобы... Так, хорошо. Угу. Все, хорошо. Так, я отключила экран. И мы с вами переходим. Я беру с собой телефон. Мы с вами поиграли в викторину. Скажите, пожалуйста, сколько у вас получилось правильных ответов? Все, которые были. У вас все прям правильные ответы, да? Ну, по чату я так не скажу. Кроме одного. У кого-то был 1, у кого-то было 2. Но не у всех было, да? К сожалению, все правильные ответы. Так, хорошо, сейчас минуту. Да. Угу, здорово. Вот, смотрите, цель нашего с вами занятия – познакомиться с миром новых профессий, выбрать себе профессию из мира будущего для того, чтобы вы смогли наиболее лучше ориентироваться
что будет в мире будущего. Итак, давайте мы с вами обсудим. Так, я попрошу модераторов пока отключить комментарии, потому что дело в том, что сейчас они пока будут не нужны. Как это можно сделать? Да, все молодцы. Принимали активное участие. Хорошо. Угу. И мы с вами начнем. Для того, чтобы узнать, как изменится мир профессий будущего, мы с вами должны понимать, что у нас есть с вами тренды, которые влияют на мир профессий будущего. Например, такой тренд, как рост конкуренции в экономике. Замечали ли вы о том, как сейчас много разных магазинов, товаров и услуг, которые предлагают нам люди? И мы с вами можем делать выбор, какой телефон покупать, какую еду, где ее покупать и так далее. И в связи с этим у нас возрастает рост клиентоориентированности. То есть мы должны уметь заинтересовать людей в своем товаре или услуге. Вы говорили о том, что всю работу у нас с вами заберут роботы. И отчасти это правда, потому что чем быстрее мы можем передать, чем быстрее наш труд становится рутинным, то есть простым, сделать одно какое-то простое действие, тем быстрее этот труд будет роботизирован. У робота есть преимущество в сравнении с человеком. Робот не болеет, не ошибается и фактически нужно очень мало затрат для того, чтобы робот работал. Также у нас с вами возрастает интенсивное использование программируемых устройств. То есть мы сейчас с вами, даже сейчас мы с вами используем программируемое устройство, то есть в определенное время вы зашли по ссылке, по которой мы все с вами собрались, и это значит, что эту ссылку кто-то создал, презентацию кто-то придумал и в целом студию. В связи с этим мы с вами понимаем, что когда мы создаем с вами что-то новое, у нас появляются отходы. И получается, экология наша с вами загрязняется, и поэтому возрастает рост требований к экологичности. То есть получается, что мы с вами должны думать о том, что мы делаем, и как это влияет на нашу с вами окружающую природу. Для того, чтобы быть востребованным специалистом в 21 веке, мы с вами должны владеть определенными базовыми навыками. Давайте их обсудим. Это такие навыки, как концентрация и управление вниманием. То есть вот, например, сейчас я смотрю на камеру и вижу, что не все ребята активно участвуют в занятии, а это один из самых главных базовых навыков. То есть смотрите, если вы сейчас активны и все хорошо, то я вас поздравляю, у вас уже есть первый базовый навык. Второй навык – это экологическое мышление. То есть вы должны понимать, что если вы кушаете слишком много конфет и у вас слишком много фантиков, то эти фантики загрязняют окружающую среду. Возможно, если вы будете разумно потреблять товары и услуги, то этих отходов станет меньше, а значит, мы с вами уже сделаем шаг в новый мир экологии. Эмоциональная грамотность, то есть мы с вами должны понимать, что сейчас непростое время, и мы с вами можем испытывать определенные эмоциональные всплески. Мы можем злиться, можем радоваться, и для того, чтобы сгладить этот процесс, нужно понимать, что вы чувствуете и как правильно и экологично выражать эти чувства. Следующий базовый навык – кросс-культурность. Мы с вами понимаем, что сейчас можно границ практически нет. Мы с вами можем летать на самолете в любую точку нашей большой необъятной планеты. Мы можем с вами работать с разными людьми разного возраста, разной национальности, разного вероисповедания, и для этого нам необходимо находить какие-то точки соприкосновения. Именно поэтому навык кросс-культурность будет востребован как никогда. Навык цифровой грамотности. Но если мы все с вами зашли в Zoom, активно участвуем в компьютерной конференции, то, в принципе, у нас с вами с цифровой грамотностью все нормально. Способность к обучению и самообучению. Я попрошу администратора включить чат, для того, чтобы ребята написали, как у них обстоят дела с обучением. Ребята, напишите, пожалуйста, в чат, какие у вас оценки по школьным предметам. Так, помните, мы говорили про концентрацию внимания. Угу.
Так, хорошо, пятерки, здорово. 3, 4, 5, здорово. Напишите, пожалуйста, какие у вас оценки. Двойки. Двойки надо исправлять. 2 тройки, хорошо. То есть, смотрите, школа закончится, и для того, чтобы нам с вами найти работу, возможно, нам придется дополнительно чему-то обучиться, потому что школа – это понимание получения общего образования. Для того, чтобы устроиться, работать на какую-то профессию или заниматься какой-то, да, тройки, четверки, пятерки, хорошо. Напишите мне, пожалуйста, в чат плюсик, кто хотел бы стать блогером, известным блогером, с 1 миллионом подписчиков. Напишите, пожалуйста, в чат плюс, если бы вы хотели стать блогером супер популярным, который будет снимать интересные сторис. Не все хотят, хорошо, здорово. Так, хорошо. А есть те ребята, кто хотят. Вот смотрите, как вы думаете, для того, чтобы стать блогером, какие навыки человеку необходимы? То есть что он должен уметь и что у него должно быть для того, чтобы стать блогером? Угу. Так. Напишите, пожалуйста, как вы думаете, какими навыками он должен творчески преподносить свой контент? Так, здорово. Быть стримером – это сейчас очень модно. Быть креативным, искусство, быть артистичным. Должен ли он владеть какими-то навыками, например, начального уровня монтажа, то есть красиво монтировать свои сторис, уметь накладывать эффекты на фото, на видео, хорошо говорить, быть экспертом в какой-то теме. Я всегда ребятам говорю, что блогерство, когда можно было, например, нарисовать большие брови, и у тебя 100 тысяч подписчиков, это время уже ушло. Сейчас люди стали более избирательны в контенте, который они потребляют, и они хотят подписываться на людей, которые несут какую-то пользу. Монтаж, красота, креативность, театральность, он должен хорошо говорить, правильно писать, потому что вы, наверное, замечали, что русский язык фактически сейчас пригодится нам для того, чтобы писать грамотно посты и доносить свою мысль до нашей аудитории. Вот смотрите, плюс, например, практически все социальные сети, которые есть, они заграничные, то есть аудитория не ограничивается только нашей с вами страной. Поэтому если вы хотите, например, завести себе друзей из какой-то другой страны, вам необходимо владеть иностранным языком, поэтому учите английский язык обязательно. Вот. Ну и, конечно же, последний базовый навык, который нам необходимо с вами владеть, это навык творчества и креативности. То есть, если мы с вами говорим, что роботы заменят нас с вами и отберут у нас работу, то мы с вами сможем сохранить свою работу только если будем подходить к работе с творчеством и с креативностью. Так, хорошо. Теперь у меня к вам вопрос такой. Как вы думаете, какие профессии являются креативными? Как вы думаете, какие профессии? Дизайнер, художник. Хорошо. Артист, визажист, архитектор. Хорошо. Угу, здорово. Смотрите, почему мы взяли тему «Мир профессий будущего». Я сейчас вам объясню. Смотрите, когда мы с вами... Сейчас я вам покажу. Так, скажите, напишите, пожалуйста, в чат, сколько вам сейчас лет, чтобы я на вашем примере написала. 13, 16, 15, 12, 18, 16, 17. То есть у нас, смотрите, какой разброс аудитории. Кому-то только-только предстоит сделать свой выбор. Кто-то уже, наверное, его сделал, а кто-то еще только готовится к тому, чтобы сделать этот выбор. Хорошо. Давайте мы с вами будем исходить из возрастной аудитории, как будто вам 15 лет. Из какой аудитории? Вот допустим, что вам 15, вот это вы. Красивый. У вас есть волосы, глаза и позитивная улыбка. Вот, допустим, вам 15, вы закончили 9 класс и пошли учиться в колледж. В колледже вы, например, отучились 4 года, и тогда вам сколько лет исполнилось? То есть вы в 15 лет пошли в колледж на 4 года. Да, все верно, вам исполнилось 19 лет. А если вы после 19 лет
решите, например, пойти еще в вуз учиться, ну, наверное, на года 3. Тогда сколько вам будет лет? Года 3 или 4, допустим, ну, если вдруг 3 года, если по сокращенной программе, и 4 года, если по полной. Вам будет 22, 23, кто-то закончит 24, кто-то в 21, всяко бывает. И вот смотрите, для того, чтобы вам пройти путь от школьника до специалиста серьезного, который взрослый, большой, уже умудренный своим опытом, вам будет больше 20 лет. Кому-то даже, возможно, будет 22 и так далее. То есть смотрите, если вы выберете профессию, исходя из знаний, которые у вас есть сейчас, то вы рискуете, есть такая вероятность того, что вы выберете, к сожалению, устаревающую профессию. Что это такое? То есть к моменту, когда вы выучитесь, возможно, она будет не востребована. И вот в этом заключается проблема выбора профессии. Именно поэтому в рамках нашего мастер-класса мы решили затронуть мир профессий будущего для того, чтобы вы немножечко обратили внимание на то, как меняется, как будет меняться наш мир, для того, чтобы мы с вами сделали максимально правильный выбор. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Так, хорошо. Вот Диме, например, 10 лет. Дима станет игроком рынка труда через 15. Кто-то станет чуть-чуть раньше. Но это вовсе не говорит о том, что мир как бы не будет меняться и не нужно учитывать, что нам нужно. У нас есть с вами надпрофессиональные навыки, которые вот я привела вот здесь. Но подробно мы с вами их обсудим всего, скорее, что в пятницу, потому что сейчас не успеем. То есть кратко скажу, что мы с вами должны уметь работать в условиях неопределенности. То есть мы с вами однозначно не знаем, что будет лет через 5 или 10. Но мы бы хотели, чтобы та профессия, которую мы выбрали, напишите, пожалуйста, что бы вы хотели, чтобы ваша профессия какой была, то есть, чтобы вы могли много зарабатывать, чтобы она была интересной. Вот что для вас важно при выборе специальности или профессии? Так, Дима, Деньги. Деньги. так, деньги. Еще что, заработок? Хорошо. Тогда у меня к вам встречный вопрос. Если вам нужны деньги, какая это профессия? Как вы думаете? Юрист. Так, президент, юрист. Так, у меня выключился телефон, поэтому я буду... Предприниматель. Программист. Программист, банкир. Смотрите, банкир, вы считаете чужие деньги, не свои. Президент. Пожарный. Я не буду. Для того, чтобы быть Предприниматель. президентом, нужен очень хороший послужной список. Но это хорошая идея. Так, можно быть президентом страны. Еще раз. Кем хотите? Врачом быть? Сварщиком? Хорошо, тогда у меня к вам такой вопрос. Много денег – это сколько? Много – это сколько? Много – это сколько? Много это кому как. Кто не Ну вот знает, для вас какие много суммы. это сколько? То есть мы Много же это хотим, миллиард. чтобы наш Миллион. миллион в месяц? А, нет, в месяц нормально 60 тысяч. Если 5 миллионов. В месяц нормально 60? Ага. Хорошо. Ну вот взрослые дети смотрят более реально на жизнь. Да, 60 для кого-то нормально. Так, кто-то пишет 100 тысяч. Пишите в месяц или в год, сколько вам нужно. В принципе, миллион за всю жизнь можно заработать очень легко. Да. И если вы хотите зарабатывать много, то вы должны выбрать именно ту профессию, которая будет востребована в будущем. Поймите это. То есть можно стать сварщиком, да. Сейчас Можно быть сварщик это психологом, потому что очень психологов хорошее. мало. Еще раз. Психологов мало. Можно быть психологом. Можно быть психологом, хорошо, 55 тысяч, 80, 200 в месяц миллион, столько, сколько мы можем тратить. Это сколько? А вдруг вы живете очень аскетичной жизнью, и вам не нужно много? Хорошо. Смотрите, то есть для того, чтобы люди, ваш работодатель захотел платить вам много, или столько, сколько вы хотите, вам нужно быть очень высококлассным специалистом. Для этого вам нужно развивать вот эти вот надпрофессиональные навыки. То есть вы должны уметь управлять проектами и их создавать,
должны уметь работать с людьми, должны владеть начальными знаниями программирования, робототехники, должны знать, что такое или кто это, что такое искусственный интеллект, желательно владеть навыками художественного творчества, быть мультиязычным и мультикультурным человеком, владеть навыками межотраслевой коммуникации, дальше мы обсудим, что это такое, пропагандировать, ну, вообще в целом быть адептом бережливого производства, то есть стремиться к тому, чтобы после себя оставлять как можно меньше отходов. Итак, давайте мы с вами поиграем, и я познакомлю вас с некоторыми профессиями будущего, которые могут быть, расскажу вам, где с ними можно ознакомиться, и дам вам небольшое задание, по результатам которого мы будем смотреть и засчитывать командам баллы или не засчитывать баллы. Так, то есть смотрите, от вашей активности зависит сейчас, насколько мы с вами будем продуктивно работать. Итак, смотрите, у нас есть с вами мир будущего. Вот Земля, она осталась такая, какая она есть. И каждый день специалисты будущего ходят на работу, то есть кто-то занимается программированием, кто-то занимается профессиональным спортом, кто-то строит дороги, и все эти люди ходят на работу. И в один прекрасный день, ничего не подразумевая, эти люди узнают, что на Земле произошел ядерный взрыв. То есть наша планета становится непригодной для жизни. Соответственно, людей нужно эвакуировать. Так, людей нужно эвакуировать. И мы с вами понимаем, что, ну, как бы мы можем транспортировать людей на другую планету с помощью ракеты. И у нас есть с вами Илон Маск, который, благо, адаптировал Марс для работы и для жизни людей, построил ракеты, которые смогли бы перевезти людей. Но проблема в том, что мест всего 7, а специалистов, которых нужно вывести, их 10. То есть 3 человека должны остаться на Старой Земле, и, к сожалению, они не сядут в ракету, потому что места нету. Вы можете столкнуться с тем же самым. То есть когда, например, у работодателя будет вопрос, кому я буду платить 100 тысяч рублей, например, кому буду платить, и будет выбирать между 2 специалистами, вы должны будете как бы презентовать себя таким образом, чтобы оставили на работе именно вас. Итак, я сейчас предлагаю вам познакомиться с нашими 10 претендентами, которые хотят улететь на Марс, мест всего 7, я вам напоминаю, и работать там и жить счастливо и долго, потому что, к сожалению, на Земле произошел взрыв. Итак, знакомьтесь, первый специалист, мы назовем его, так, у меня их 10, если я буду придумывать им имена, то у меня, как бы, я могу забыть. Поэтому вы себе их как-то обозначайте, потому что потом мы с вами потом я скажу, что мы будем делать. Смотрите, сейчас я буду вам рассказывать про каждого специалиста, то, чем он занимается, и вы должны оценить, кого бы вы из них взяли. То есть потом, после того, как я вас познакомлю с 10 специалистами, мы с вами будем голосовать. То есть вы, ребята, будете решать, кто из этих людей достоин места в ракете. Потому что, еще раз напоминаю, что мест у нас 7, только 7 человек могут начать новую жизнь, а специалистов их 10. Итак, давайте поехали. Медиатор социальных конфликтов, то есть это человек, который помогает ненасильственным путем решать конфликты, которые возникают между социальными группами на имущественной, культурной, национальной, религиозной или других почвах. То есть это человек, который помогает нам решить конфликты. Вы, наверное, знаете, что такое конфликт, и знаете, чем этот специалист занимается. Дальше игромастер. Это специалист, который разрабатывает и организует обучающие игры для обучения, для работы, с сопровождением игр с использованием симуляторов. То есть, например, вот когда вы, например, обучаетесь, но делаете это через игру. Дальше у нас есть с вами сетевой врач.
То есть это специалист, который диагностирует и владеет информационными и коммуникационными технологиями, и он может ставить диагнозы в онлайн-режиме. То есть вам не нужно ходить в больницу, вы позвонили врачу, и он вам сообщил, посмотрев на вас, на ваши результаты, какой у вас диагноз и что вам нужно делать. Далее у нас есть с вами технолог рециклинга летательных аппаратов. Эта профессия у нас была и в викторине, и, к сожалению, на нее не так много было правильных ответов. Смотрите, рециклинг. Рециклинг – это новый цикл, то есть заново. Технолог рециклинга летательных аппаратов – это специалист, который занимается разработкой схем вторичной переработки материалов сырья, оборудования и каркасных элементов летательных аппаратов. То есть у нас есть с вами самолет, который пришел в негодность, и получается, если мы с вами его правильно не переработаем, то он пойдет в отход и загрязнит нашу природу. И вот технолог рециклинга летательных аппаратов занимается тем, что он решает эту проблему. Дальше у нас есть с вами консультант по безопасности личного профиля. То есть это консультант по вопросам информационной безопасности пользователей в сети. То есть, например, если вы решили устроиться на работу, а у вас есть какой-то нехороший пост в Инстаграм, и вдруг ваш работодатель посмотрит ваш пост, и вам могут отказать в работе только из-за того, что когда-то вы были молодым и не знали о том, что нужно фильтровать то, что вы пишете в интернете. Такое бывает сплошь и рядом. То есть ребята ведут, например, свой Твиттер, а потом узнают, что, оказывается, этот Твиттер стал достоянием, например, какой-то общественности. И ребята люди за это могут подвергаться какому-то осуждению. И вот консультант по безопасности личного профиля помогает вам сформировать свой позитивный профиль, когда про вас будут искать какую-то информацию для того, чтобы оценить, брать вас на работу или нет. Специалист по детской психологической безопасности. Кто-то сказал, что психологов мало и что, возможно, это востребованная работа. То есть психолог будущего – это специалист по детской психологической безопасности. То есть это профессионал, который тестирует различные детские товары, сервисы, игрушки, мультфильмы, одежду, мебель на предмет угрозы для психики или потенциального вреда развития ребенка. Так, можно, пожалуйста, включить чат, и я у вас хочу спросить, это, наверное, больше вопрос ко взрослым ребятам. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, почему... какой мультик? Как вы думаете, почему запретили мультик «Ну, погоди»? Напишите, пожалуйста, мне в чат, как вы думаете? Как вы думаете? Ребята, возможно, видели, взрослые ребята. Много насилия, пропаганда курения и насилия. Хорошо. То есть, смотрите, специалисты посмотрели этот мультик, сделали анализ его, и на основании этого выявили, что, оказывается, к сожалению, этот мультик, потому что в нем много насилия. Потому что единственная цель этого мультика в том, что волк хочет скушать зайца. Зачем он хочет это сделать, непонятно. Они не работают, и вся их жизнь крутится только вокруг того, что один преследует, а другой убегает. И посчитали, что этот мультик, к сожалению, не несет никакой полезного знания. Поэтому Роскомнадзор заблокировал его. Так вот, специалист по детской психологической безопасности занимается вот этим самым делом. Далее у нас есть с вами сити-фермер. Это специалист, который обустраивает и обслуживает агропромышленные хозяйства на крышах и в зданиях небоскребов крупных городов. Помните, я вам показывала вертикальные фермы. Сейчас я вам отлесну назад и покажу, что это такое. Вот обратите, пожалуйста, внимание, в правом углу вы видите такие полочки с чем-то зеленым. Вот это вот как раз-таки агротехнологии будущего, то есть земли мало, ее не хватит. У нас с вами в России ее много, да, но не во всех странах ее много, и поэтому придумывают такие вот вертикальные фермы. То есть, получается, у нас с вами есть сити-фермер, который как раз-таки отвечает за то, чтобы мы с вами кушали хорошие, свежие овощи и фрукты в условиях города. Так, дальше. У нас есть с вами разработчик системы энергопотребления.
То есть это специалист, который призван сделать пользовательскую среду максимально комфортной и потребляющей минимум энергии. Все вы, наверное, знаете о том, что гидроэлектростанции, вот те, что вырабатывают электроэнергию, к сожалению, негативно сказываются на природе. Поэтому разработчик систем энергопотребления рассказывает вам, как сделать этот процесс более оптимизировать его. Дальше у нас есть с вами архитектор энергонулевых домов, то есть это специалист, который занимается проектированием энергетически автономных домов. Напишите, пожалуйста, в чат, холодно ли у вас сейчас в здании. На улице понятно, что холодно, в здании холодно, вот в комнате, где вы сидите. Холодно ли у вас сейчас? Нет, да, тепло, нет. Нет, это тепло или нет, это холодно, прохладно. То есть вот смотрите, архитектор энергонулевых домов на самом начале работы по строительству дома или здания будет задумывать его таким образом, чтобы дом сам себя отапливал. То есть ему не нужно будет думать о том, что как подвести отопление, газ для того, чтобы дом внутри сохранял тепло. Это будет сделано за счет определенной энергии, которая есть уже в доме. То есть это энергия электричества, тепла и холода и использование энергосберегающих материалов или конструкций. Дальше эксперт по здоровой одежде. Слушайте внимательно, потому что мы с вами по окончанию перечисления специалистов будем делать выбор, кто полетит на Марс. Этот специалист контролирует производство одежды с точки зрения ее безопасности и полезности для здоровья. То есть одежда у нас с вами должна быть теплой, удобной, с лечебной функцией и так далее. Смотрите, мы с вами разобрали 10 специалистов. Обратите внимание, первый был медиатор социальных конфликтов, потом у нас был с вами игромастер, был сетевой врач, четвертый – технолог рециклинга летательных аппаратов, пятый – консультант по безопасности личного профиля, шестое – специалист по детской психологической безопасности, седьмое – сити-фермер, восьмое – разработчик систем энергопотребления, девятое – архитектор энергонулевых домов и десятое – эксперт по здоровой одежде. И сейчас мы с вами должны проголосовать, кого же из этих, да, я вижу, кого из этих мы с вами берем. Так, смотрите, как мы будем с вами голосовать. Вы можете, смотрите, если вы сидите от команды, то вы можете сразу в строчке прописать 7 цифр, специалисты которых вы берете. То есть, вот, например, здесь есть ответ 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 0. Так, 3, 3, хорошо. Никого не берем. Так, 1, 3. Так, 3 у нас бесспорный лидер, то есть почему-то, да, мы берем с вами с собой врача. Так, мы берем с вами врача. То есть без врача нам никак. Так, получается, мы с вами берем медиатора социальных конфликтов. Ага. Ну да, потому что, смотрите, мы с вами потеряли работу, потеряли жилье, потеряли свой привычный дом, и мы с вами будем очень такие напряженные. И всего скорее, что мы будем провоцировать конфликты. Так, вижу цифру 7. Кто-то пишет, что медиатор не нужен, а кто-то пишет, что нужен. Так, хорошо, я смотрю внимательно. Я вижу 7, хорошо. Так, то есть Данил подразумевает, что нам нужен сити-фермер, потому что если нам будет нечего кушать, то он должен нам как-то в этом помочь. Хорошо. Так, Алена пишет, что 2. Кто согласен с Аленой, что нам нужен игромастер? Или все-таки мы с вами не будем брать игромастера, а рассмотрим, например... Он не нужен. Игромастер не нужен. Хорошо, тогда кто нужен? Активно голосуем. Так, нет, не нужен. Так, медиатор, получается, смотрите, медиатор едет... Точно. Угу. Говорите, говорите. Да подожди. Фермер. Фермер есть. Все. Фермера мы берем уже. Все, смотрите.
Так, Сетевой врач тоже нужен. 5. Так. Консультант по безопасности Медиатор личного социальный. профиля. Так, 4. Медиатор социальных конфликтов тоже нужен. Нужен, да, мы его берем. Так, 3. Нет, вам нужно писать один раз, потому что я в чате посматриваю. И у нас, получается, смотрите, мнения с вами разделились. Кто-то пишет, что нам нужен с вами консультант по безопасности личного профиля. Хорошо, так, давайте мы с вами решим, напишите плюс, если мы с вами берем консультанта по безопасности личного профиля. Плюс берем, нет, не берем. Смотрите, вы приедете на Марс, и вам нужно в теории где-то жить, что-то кушать и где-то лечиться. Хорошо, врач у вас есть, врачу мы дали право, он будет нас с вами лечить на новой планете, потому что мы не знаем, есть там больницы, есть там дома или нету. Так, 3-2. Врача мы с вами взяли, он будет нас лечить. Мы взяли сити-фермера, который будет нас кормить. Мы взяли медиатора социальных конфликтов для того, чтобы он нас с вами успокаивал и помогал как-то разрядить обстановку. У нас есть с вами 4 места, кого мы берем. Итак, я буду перечислять, вы пишите плюс, если берем, нет, если не берем. Игромастер, да или нет? Плюс, да, минус, нет. Все, смотрю по большему количеству. Нет, пока превалирует, нет, 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 нет. Да, хорошо. Так, следующий. Берем ли мы с вами технолога рециклинга летательного аппарата? Сами развлечемся, да. Специалиста, который будет у нас с вами разбираться с отходами самолетов. Берем? Так, хорошо. Получается, технолога как будто бы мы с вами берем, ну, потому что он, ну, вы решаете, что он будет у вас делать, не знаю. Хорошо, здорово. Смотрите, берем ли мы с вами консультанта по безопасности личного профиля? То есть вы приехали на новую планету, вели свой Инстаграм не очень прилично, или Твиттер, пришли к работодателю на Марсе, а он посмотрел ваш Твиттер, который вы вели на Земле, Инстаграм или ВКонтакте, а вы состояли там в него очень хорошей группе. Так, мнения разделились, тогда я его пропускаю, хорошо. Специалист по детской психологической безопасности берем или нет? Специалист по детской психологической безопасности берем или нет? Так, по поводу личного профиля написали, что соцсетей не будет, еще пока не до них. Так, хорошо, нет. Какие-то вы очень экономные, не хотите брать его. Так, кто-то да, кто-то нет. Хорошо, тогда получается у нас с вами опять-таки мнения разделились. Теперь вопрос, берем ли мы с вами... В новом мире дети родятся уже нормальные, и у них психотравм не будет. Круто, классный ответ. Так, смотрите, у нас есть с вами разработчик систем энергопотребления. То есть, смотрите, он с вами у нас отвечает за то, что... Так, сейчас я вам его приведу. Смотрите, у нас есть с вами вот специалист, который призван как бы обеспечить то, что мы с вами использовали минимум энергии. Есть архитектор домов, который позволит нам отапливать их самостоятельно, и эксперт по здоровой одежде. Итак, берем ли мы с вами разработчика систем энергопотребления? Берем, все, берем, однозначно тебя берем. Так, его берем. Архитектор энергонулевых домов, вы где будете жить? Вам же нужен дом. То есть вы взяли врача, взяли себе фермера. Где вы будете жить? Да, хорошо, берем. Так, обязательно. Его, вообще-то я бы его взяла самого первого. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И у нас есть последнее место. Последнее место. То есть, смотрите, мы сейчас с вами решаем судьбу людей. Как иногда решает судьбу человека, когда решают, принять его на работу или нет. Так, берем ли мы с вами эксперта по здоровой одежде? Голосуем за эксперта по да, плюс, нет, минус. Так,
Команда номер 5, 1+, пишите. Хорошо, все, одежду однозначно берем. Итак, мы с вами большие молодцы, мы спасли 7 специалистов будущего, которые поедут у нас с вами на Марс осуществлять новую жизнь. К сожалению, так повезло не всем. То есть, смотрите, если вы выберете профессию, которая будет важна и нужна, то если случится что-то непредсказуемое, то вас обязательно спасут и дадут вам место в ракете, если вы будете приносить пользу для людей. То есть ваша профессия будет незаменимой, и люди будут в ней нуждаться. Именно поэтому вы должны знать и владеть информацией о новых профессиях. Вот самая основная цель моего занятия, первой части нашей с вами встречи, донести вам информацию о том, что вы должны выбрать правильную профессию в будущем, которая будет востребована не только и будет интересна вам, но и будет востребована на рынке труда и будет пользоваться популярностью у людей. Итак, ребята, сейчас, внимание, задание, которое вам нужно будет сделать, потому что это будет учитываться во время как личного, так и командного зачета. Первое задание, слушайте внимательно. Первое задание, которое вам нужно будет сделать. Когда закончится конференция? Так. Через 5 минут мы с вами закончим. Первое задание, которое нужно будет сделать, вам нужно командой нарисовать мир будущего. Хорошо. То есть, смотрите, всей командой вы берете и рисуете мир профессий будущего и специалиста будущего, который там будет работать. Мир будущего, то есть что там поменяется? Фантазия ничем не ограничена. Летающие машины, ходячие дома, все, что вам только придет в голову. И второе, что нужно будет сделать. Как хотите, чем хотите. Нарисовать будет. Да, самое главное, чтобы вы принимали, первое условие, чтобы вы принимали участие все вместе, и чтобы тематика была подходящая. То есть вы рисуете мир будущего, или мир профессий будущего, или специалиста будущего, то есть вот что-то связанное с будущим. Сегодня мы с вами обсудили примерные вопросы, которые будут. И второе, это уже для ребят постарше, возраста от 13 лет. Мы с вами должны заполнить маршрутную карту самоопределения. Для этого мои коллеги в чат сейчас вам отправят 2 теста, которые вам нужно пройти. 2 теста, которые вам нужно пройти. Сейчас они отправят в чат. Вам нужно заполнить свою фамилию, имя, отчество и пройти всего 2 теста. Потом вы результаты вашего теста заполняете в эту карту. Эту карту мы вам вышлем чуть-чуть попозже, когда завершится занятие, через ваших кураторов. Так, обратите, пожалуйста, внимание на ссылки, которые были отправлены. То есть, еще раз, первое задание, вам нужно нарисовать мир будущего. Второе, вам нужно заполнить карту. Вот это. Вам нужно заполнить вот эту карту. Для того, чтобы ее заполнить, нужно пройти 2 теста. Эти 2 теста сейчас продублированы в чат, и мы вам потом отправим. Да, вы рисуете на бумаге, абсолютно верно, рисуете на бумаге. Самое главное, чтобы вы принимали участие все вместе. Более подробную инструкцию, как выполнять, мы вам отправим с кураторами, то есть вам помогут, не переживайте, все будет хорошо, и вы обязательно справитесь. Задания очень простые, но в то же время они влияют на ваш командный зачет. На командный зачет влияет 2 действия. Первое – это рисунок, и второе – это заполнение карты. А для того, чтобы заполнить карту, нужно пройти 2 теста. Вот. Оказывается, у меня был слайд с заданиями, а я об этом говорила и говорила и говорила. Так, хорошо. Заполнить карту, нарисовать мир. У меня на этом все. Спасибо большое за то, что вы подключились, за то, что были сегодня с нами. Вот наши контакты. Подпишитесь на наш Instagram Life and Job. У нас есть 2 аккаунта, Life and Job и ЦОП, _ ЕКТ. У нас есть канал на YouTube, где мы размещаем полезные ролики.
Если вы в YouTube наберете ЦОП Якутия, то наш канал сразу выйдет. Если у вас есть вопросы, пожелания, предложения, можете написать нам на почтовый ящик. И еще у нас есть сайт, где вы можете ознакомиться с нашим центром. У меня на этом все. Если у вас какие-то вопросы, на которые я бы могла ответить. И напоминаю вам, что вторая часть, заключительная часть нашего занятия состоится в пятницу по этой же ссылке в 18:00. То есть по этой же самой ссылке вам нужно прийти уже с готовыми выполненными заданиями, заполнить карту и нарисовать мир и специалиста будущего. Так. Обратите, пожалуйста, внимание, в чат вам дублируется информация о том, что нужно сделать. И ссылки на тесты. Мы кураторам проекта вышлем подробную инструкцию, как это можно сделать, чтобы все, что вы выполняете, вошло вам в зачет. У меня на этом все. Спасибо большое, что были сегодня на нашем занятии, на нашем мастер-классе. До пятницы. Вам нужно сделать это до пятницы, до того, как мы с вами встретимся на завершающей части нашего с вами цикла. Да, спасибо большое, коллеги. Да, ребята, не беспокойтесь, все ссылки, которые отправили нам наши коллеги по профориентации, 2 теста и атлас профессии, и домашнее задание, мы все это направим на почты ваших центров, ваши кураторы будут в курсе и все вам передадут. И сейчас мы благодарим Елизавету и буквально на полчаса уходим с вами на небольшой перерыв, и через полчаса к нам подключается наш друг вчерашний Александр Гезалов с продолжением своей темы «Умный чемодан». Всего доброго. Давайте мы сейчас быстренько пойдем на перерыв, попьем чай, перекусим, может, немножко и подключимся через полчаса.